Друзья, ну что, сейчас у нас очередной день. Сегодня у нас план такой: выйти на наледь. Поедем мы на одной лодке, 4 человека, 3 собаки. И будем пытаться найти зверя. В общем, посмотрим. Ну и, конечно, сегодня погода отличная. Также жарко, но еще есть такой немного освежающий ветер. Но на наледи мы планируем пробыть до позднего вечера. Соответственно, там будет достаточно холодно. Поэтому каждый взял еще по второму комплекту теплой одежды. Так, грушей. Подработай грушей. Плотно? Угу. Все, давай. Чуть-чуть газку дай. О, да. Чуть-чуть еще больше. Он хочет завестись? Светило солнце, был достаточно жаркий день, и как-то не верилось, что буквально через пару часов мы будем находиться в ледяном царстве. Мы прибыли на наледь, огромная долина, здесь идет ущелье, очень сильный ветер такой, и, скорее всего, тут еще долго будет таять эта наледь в течение лета. Ну, конечно, красота неописуемая, сочетание летних цветов с зимними пейзажами, конечно, завораживает.
Не знаю, батарейка. В общем, у нас форс-мажор. Хотел поснимать красивые кадры. Коптер. Там. Здесь у меня пара старых батарей. В общем, критическая посадка произошла в полукилометре. Сейчас идем искать. Тут оттайка такая сильная. Смотрю, я в этих ботинках, но заодно протестим это непроницаемые носки. А вода вроде не попадает. Так, ну мы где-то 100 прошли уже, да? Еще немного. Где-то в траве он находится. Вот сигнал. Синяя точка — это мы. Вот. А, соответственно, красный — это коптер. Впереди марш. Здесь она мокрая. Давай я за тобой буду идти в сапогах. С нами буран. 1/3 прошли. Вода холодная. Через ботинки ощущается. Так, нам надо чуть правее идти. Вон в тот лесок. Примерно. Движение нашего. Да, работает еще, ага. Вон там в густой траве, я не хотел, чтобы в воду попал. Да, вот здесь есть переход. Короче, там собаки спокойны, и я спокойный. Сейчас каждая минута на счету. Тут даже, может быть, жалко, ну коптер, конечно, жалко. Больше всего жалко тот материал, который на него снят. Это долина, которая с налегью. Прямо хотел показать. Так, батарейки. Причем обычно он работает это лед падает. Обычно он работает конкретно, то есть показывает, сколько осталось заряда и так далее. Но в этот момент что-то он прям конкретно сразу, без всяких признаков. У меня было такое пару раз. Тут, думал, уже прошел. Это было зимой. Сейчас лето. Ну, хотя летом не назовешь, да? Еще одна река. Еще один рукав. Я туда перейду. Поближе. Планировал показать вам ходовую охоту. В итоге охотимся не на наземных, а на летающих животных, потому что такого этот квадрокоптер по-другому назвать никак нельзя. Так, теперь получается я обогнал Егорыча. Туда не особо охота идти. О, смотрите, вот так вот лед может порезать руки. Царапинка. Так, судя по масштабу, осталось немножко. Так, где-то близко. Это близко. Метров 50, даже меньше.
приземлился. Это здесь. А, вот озеро. Вот. Да. Вот это я видел. Значит, где-то там. Так. Типа где-то здесь. А? А? Красавчик. Я смотрю, камера двигается. А, Егорыч. Вот что значит профи. Так, смотрим на повреждения. Огонь. Вообще ни одного повреждения. Он аккуратненько лезет Да. на хвои вот. Отлично. Ну, мой план был такой. Я увидел уже эту кустарник и выключил винты. Ну все. Фу. В общем, летает только вверх и вниз теперь. Скрывает корешки, жучки, червячки. А, ищет чем пропитаться, да? Вот здесь у нас следы медведя. Вот здесь нашли коптер. Ну, видимо, хотели что-то туда попить. В общем, искал пропитание. Да, страшновато. Вон там больше, выше колена. Все нормально? Нормально? Ну пошли, погнали. Еще сильнее не промокну. Пока вроде нормально. Главное быстрее это делать. О, капец. Ух ты! Вот это номер! Давай, давай, давай. Давай. О, молодец. Сначала как человеку руку подал. За шкирку. А чего-чего, а запасных вещей у меня много, так что не переживайте. Там и зимние штаны, и ботинки от Синтрео. В общем, нормально. Все как новый. Не. Попили чай горячий и смотрю, обратите внимание на Айзу. Собака, любящая комфорт, любит тепло. Молодец, села на суп. После удачного обнаружения дрона мы разделились на две группы и отправились на поиски медведя. Напомню, что это было еще одной целью нашей поездки, помимо теста прямоточного водомета и лодки. Айза продолжала привлекать к себе внимание. В этот раз ей пришлось немного подсобить, чтобы она могла взобраться на наледь и пойти со своим хозяином. Веди быстрее. Второй раз я помог. Сегодня. Мы же, в свою очередь, пройдя пару сотен метров вдалеке, заметили хозяина тайги. Где он, где он? Так. Увидел? В траве. Нашел? Да-да-да. Вон он, видишь? Да, вижу. Черная ручка. Какое расстояние? Ух ты, что это расстояние вообще огромное. Надо подходить. Вот там же ручей же. Вы же там ходили, да? Да, мы сегодня с тобой там ходили. Вот это поворот. Видел спину его?
Да, видел, он прям, я его заснял. Че, подходим тихонько. Попасть в трещину. Внизу по трещине, по речке. Пройти. Появился, видишь? Видишь? Да, вот он. Вышел. Суперзумом возьму. Ага, ходит. Так. Там же стоит. Он уже учуял, ветер от нас идет. Вообще сейчас хорошо видно. Пошли. Ветер в спину, но у нас еще не чует. Огромный медведь. Ну что, друзья, хотелось бы поблагодарить эту местность за ту неповторимую красоту, за дары Байная. Ну и, конечно же, я думаю, эти виды запомнятся надолго. Всегда меня удивляет, когда можно увидеть снег в летний период. То есть ледники, наледи, булус. Это все как бы такое поражает воображение. По пути сюда вот этот прямоток показал себя, ну, как бы есть скоростные характеристики, да, достаточно, на мой взгляд, хорошие, потому что загрузка лодки была большая. Но в целом есть такой минус в плане прожорливости. То есть расход, мы считали, идет где-то около 0,8-0,7 литров на километр. Вот. И исходя из этого расчета, мы взяли определенное количество, там, по-моему, так, 30-ка и 20-ка. В общем, 50 литров взяли сюда. Учитывая то, что лодка будет полегче, то есть она будет без вещей, будем только мы находиться в ней. Но в целом сейчас у нас осталось достаточно мало топлива, поэтому принято решение часть пути идти с плавом, а водометом пользоваться только в определенных местах, где нужно маневрировать. Вот. Ну, хорошо, что мы верховьях, и, соответственно,
нет таких серьезных порогов и так далее. Там достаточно такое спокойное течение, но в то же время быстрое. В общем, сегодняшний день еще не заканчивается. Сейчас 11 часов и белые ночи. Здесь еще ночи еще белее. Как видите, здесь и луна, и закат. Солнце еще даже, ну, как бы освещает, дает свой свет. Я оглядываюсь по сторонам, потому что хотелось бы запомнить это место. Оно действительно красивое. Вот такие льдины отрываются с таким громким звуком. До лагеря нам сколько? Так. 50. Так, там походили 50. Так, где-то километра 2, 3. 3. Ну, 2. 30 км. 30 км? Для бензина? Да. Ух ты. Условно, сколько я гребу? 7 километров в час? Если интенсивно. 7, да? Это сколько мне часов представили? Так. Женя против прямотока. 6,7. 7,2. 7,3. 7,6. 7,8. О, Рекордная скорость. да. 7,1. 7,5. Слушай, у меня на полдня Если, короче, мы по очереди вчетвером минут по 5 будем. Теоретически. Чуть быстрее приедем. Похудевшие. Айза, мы поняли, что ты не любишь мерзнуть. Ну, вообще продумал. Ты как легла еще. Ну, вон твои друзья там на полу сидят.
Так, ну что, мы сплавляемся. Экономим бензин. Я не помню. В общем, сейчас у нас остается где-то около 6 литров и около 9 километров до лагеря. Сейчас попробуем пойти на моторе. Вернувшись под утро в лагерь, мы сразу легли спать, ведь позади был довольно продуктивный и насыщенный день. Но это было еще не все. Под вечер прямо к нашему лагерю вышел красавец-лось. Он размеренно и неторопливо переходил реку, настолько неторопливо, что я даже успел запустить дрон и запечатлеть его. Друзья, ну что, можно сказать, что план нашей поездки выполнен практически на 100%. Но осталось еще одно. Мы не тестили лодку на мелководье. Комплект, который мы тестим в этой поездке, это, конечно, в первую очередь прямоток GVO, который в прошлом году проходил испытания. Ну и сейчас у нас появилась возможность испытать его, так сказать, на себе. Но есть еще, соответственно, лодка GT480 компании Sea Brewer. И, как вы видите, река, она сейчас полноводная. Но вот наше место лагеря, и вот за моей спиной есть хороший мелководный приток, по которому мы сейчас попробуем протестировать эту лодку. Ну что, я думаю, будет очень интересно. Так, ну что, GT480 Sea Brewer штурмует мелководный. Мелководный приток вверх. Основное течение.
Так, поднялись чуть вверх, потом спросим мнение у Евгения, как у опытного водометчика. Ну а сейчас спуск. Так, Евгений, ну как вам лодка? Сейчас, подождите, я отдышусь маленько. А то после этих порогов. Там не порожки, там так, мелководье. Вот, камни большие, крупные. Вот. Ну, первое ощущение кого? Ну, первое у нас же тема обсуждения это прямоток, да? В целом, прямоток, да, он тянет хорошо, нету вот этих прохватов, вот этих паразитов, когда мы едем. Вот. Даже и сейчас как бы. Но это были прохваты именно от ударов. А так он быстро восстанавливается и также скорость набирает, что вверх, что вниз. Вот. Но его единственный минус это очень много жрет топлива. Съедает топливо, потом забивает вот фильтр, все время его приходится чистить, да? Ну, это, наверное, как и все водометы, или чем-то забивает его, или что-то такое. Сразу теряется скорость, не тянет, медленнее начинает ехать. Вот. Это чувствуется по скорости. В целом, когда мы вверх шли, мы потратили сюда топлива где-то в районе 80 литров, да, вверх, когда мы шли. Но это у нас какой километр? Сколько мы считали по GPS, не помнишь? 100, чуть меньше 100. Чуть меньше 100, да. Вот. Это на 100 километров нам 80 литров хватило. То есть это с расходом 0,8. То есть вот представляете, да, вот если водометчик после 0,6, допустим, как принято, да, по паспорту там, вот. Здесь, видать, больше оборотов, но я тахометр не ставил, я просто хотел, мне было интересно, на каких оборотах мы ходим. То есть мы же не замеряли. На водомете там он сколько улитка раскручивает, а здесь сколько он раскручивает. Ну и, соответственно, и здесь, наверное, из-за этого оборотов больше, то что прямо вылетает, ну, около 6000, наверное. Вот, и поэтому расход, соответственно, привыкли мы считать, когда у нас расход, допустим, там 5-5200, да, вот, а тут расход 5800, наверное, до 6000, наверное, раскручивает, я так думаю, 5700, может быть. И от этого, наверное, растет цифра расхода. Вот. Ну, наверное, по паспорту это так и есть. В целом надо понять, что прямоток, он требует очень много топлива. Вот мы вчера поднимались выше здесь, и когда мы вроде рассчитали, но так получилось, что не рассчитали, оказывается, да. И нам вчера пришлось сплавляться на веслах, очень много на веслах сплавлялись, потому что у нас осталось на обратный путь 15 литров, это на 50 километров. И в целом, конечно, веслами, когда гребешь, вот. Ну, наверное, так я скажу, если ты водометчик и ты не ездил на веслах, наверное, ты не водометчик, поэтому каждый водометчик, он не может полностью все рассчитать, так невозможно. То есть сегодня так у тебя, завтра так течка, сегодня течение такое, завтра течение такое, поэтому надо все рассчитывать. Но запасом всегда не предугадаешь, поэтому надо делать так, чтобы, ну, готовьтесь к тому, что он
хавает больше, чем улитка. Это 100%. Вот. В целом, тяга, по тяге он очень хорошо, что груженный, что с мели, старты у него вообще замечательно. Даже мы груженными раз, и на большой течке мы раз, и он выходит. Улитка так не выходит. Если, допустим, соседняя лодка вот 40, тоже Yamaha 40, вот, покажи, вот Yamaha 40, трехцилиндровая, да, вот, у нее скорость была против течения, когда мы сюда поднимались, они замеряли, у них была скорость 16, но это концепция лодки такой, а у нас короче, вот, кстати, по лодке, лодка, ну, как бы я еще и не изучил целиком, как бы понять еще не могу. Но то, что она грузоподъемная, это 100%. То есть она грузом мы сюда взяли, она поднимает груз, ее не ломает, как матрас. Матрас переламывает там. Вот, а мы вчера даже ехали, у нас сидели люди и дно смотрели, как я спрашивал, как дно ломает, не ломает. Нет, дно не ломает. Лодка мне, в принципе, нравится. Хорошая лодка. Ну, доработать надо, конечно, доработки надо. Здесь у нее, чтобы старт с мели был лучше, надо на баллоны наклеить такие профиля, чтобы старт с мели. Они на маленьких баллонах есть, а этих нет. Потом надо, конечно, водомет, ну, то есть моток сам надо репетировать еще или поднимать. Но это надо все, когда уже все сделается. Ну и здесь брызги вылетают, то есть из-под туннеля. Надо наклеивать такие большие передатчики, чтобы все загоняло в тоннель. Тогда, может быть, соответственно, и может увеличиться и скорость, когда и прохватов меньше будет. То есть прохватов от чего? Как чтобы старт раз и пошел. А так в целом вот замечательно. Хотелось бы немного добавить, чтобы наш обзор был максимально объективным. Водомет для подвесных моторов прямоточного типа имеет свой определенный конструктив. Он состоит из корпуса и внутренних частей, которые можно изменять. Так, например, в нашем случае есть вероятность того, что, изменив диаметр сопла водомета, можно достичь нужного соотношения мощности и расхода топлива. Но это требует дальнейших настроек и тестов. Подводя итоги этого выезда, надо отметить надежность конструкции, ведь свою задачу прямоток выполнил на все 100. Он доставил нас в точку назначения, и благодаря ему у нас в памяти останутся эти прекрасные виды природы, красивые закаты, шум горной реки и кристально чистый свежий воздух. Это был проект «Испытано на себе». До новых встреч в эфире. Так, ну что, наш лагерь находился вот здесь. Помимо того, что мы складывали мусор в пакет, еще и после сбора лагеря мелкий мусор тоже собрал. Вот наш мусор весь за эти дни. Мы его выбросим уже непосредственно в городе. Испытано на себе.